Где вода? Когда будет вода? Почему воды нет? Казалось бы, проблема с отсутствием воды в Плиево сошла на нет и уже стала, пусть и не самой приятной, но частью истории села. Однако жалобы на отсутствие воды на некоторых улицах Плиева в соцсетях снова участились. Ася Сагова живет на улице Мусы Исмурзиева. Девушка, как и многие ее соседи, ждала, что после открытия водозаборной станции в Магасе, которая должна поставлять воду в село, из ее крана тоже потечет долгожданная струя. Мы были вынуждены построить себе колодец. Воду мы покупаем, заливаем, 700 рублей стоит машина, если хватает ее на 3-4 недели. Таких улиц в Плиево больше десятка. На 2 из них вода отсутствует полностью, и лишь на 9 идет с перебоями. Но проблема тут, как оказалось, вовсе не в воде. Водозаборная станция в Магасе мощностью 240 кубов в час работает в штатном режиме. 6 артезианских скважин глубиной 200 метров проходят фильтрацию и через резервуар поступают с помощью насосов трубопровод, который поставляет воду в 4 населенных пункта республики. Это Плиево, Барсуки, Газиюрт и Гамурзиево. В Альтиево от водопроводной сети ответвляется несколько труб, по которым вода доставляется в конкретное село, в том числе и Плиево. Причина, по которой на некоторых улицах населенного пункта остаются проблемы с водоснабжением, как уверяет Ивенгуш регион водоканале, кроется в том, что некоторые жители незаконно подключились к чужим трубам. Это вот самостоятельные подключения, самостоятельные воды. На СХ Плиева, что у них воды нет. На улице Зязикова, да, у них, они вот объясняют, что у них зимой вода есть. Зимой другой баланс воды уже идет. Нет разбора. В одних местах вода открытая на всю катушку стоит, в другом месте ее физически не хватает. Проблема, вот, допустим, вот этой улицы. Здесь просто не существует водопровода. Понимаете, здесь просто нет трубы. Есть вот местные жители, они где-то откуда-то протянули какие-то маленькие трубочки. Понятно, что мы не можем на головной станции создать такое давление, чтобы у них вода была. Это невозможно, здесь нарушается гидродинамика. Поэтому на переулок Корнеева у них здесь есть тоже 40-ка труба прокинутая, я не знаю, там сотня метров с основного водовода. Но не может вода туда попасть. Да, она в зимний период, там уже другая ситуация получается. Здесь надо плотно работать администрации сельского поселения, совместно с администрацией района по изучению ситуации в сельском поселении по поводу наличия соответствующего трубопровода на каждой улице, где необходимо менять, где необходимо более большой диаметр класть трубы. Незаконные вырезки, как правило, проведены с нарушениями всех требований безопасности и могут стать причиной трагедии, как, например, в Волгограде, где самостоятельно установленная линия водопровода повредила газопровод, в результате чего произошел взрыв. И таких случаев в стране немало. Ну а если говорить об оставшихся 139 улицах Плиева, то здесь проблемы с водоснабжением полностью решены. Напор, по-моему, отличный, да? Да, его еще убавили. Еще даже и убавили, да? Это коттеджный городок в Плиево, который сами жители назвали красочным именем Женева. Воды в летнее время года здесь не было последние 10 лет. И 2019 год навсегда войдет в историю Женевы, ведь это первое за столь долгое время лето с водой. Все, что ты готовишь, все, что ты питаешься, стираешь, убираешь, все это связано с водой. Счастливые те люди, которые имеют эту воду. Мы эту воду имели только глубокой зимой. А осенью, весной, летом воды как такого не было. Поневоле мне пришлось посередине двора построить этот колодец, чтобы только наполнять его ночью, иногда ночью бывает, а потом пользоваться и давать соседям. Сейчас садовод уже строит грандиозные планы. Вода появилась, и наконец-то можно расширить сад, посадить редкие растения. Напомню, что решение проблемы с подачей жизненно важного ресурса в селении стало возможным в своем большинстве благодаря поддержке Роснефти. Ведь строительство водозаборной станции в Магасе началось за счет выделения средств нефтяной компании. Здесь около 6 тысяч кубов в сутки для транспортировки Плиева. Раньше мы не могли в таком объеме поставлять воду, поэтому там постоянно ощущалась острая нехватка воды. В данное время мы, как предприятие, добывающее и транспортирующее воду, это наша работа, свои обязательства перед абонентами выполняем. Мы добываем воду в необходимом количестве, транспортируем ее, и эта вода абсолютно соответствует всем санитарным нормам.
Всего по линии Роснефти еще планируют пробурить 20 скважин и проложить 111 километров водопровода. Общая стоимость всей программы – 600 миллионов рублей. Амина Бокова, Ахмед Гандаров, Новости 24.